Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Более 5 лет назад в Агату был организован факультет лесного комплекса и землеустройства. Насколько регион обеспечен кадрами для лесной отрасли? Гость студии Игорь Григорьев, профессор Агату, доктор технических наук. Игорь Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот подготовка кадров для лесной отрасли региона ведется в Агату уже более 5 лет. Удалось ли переломить ситуацию нехватки кадров? Знаете, очень интересный вопрос. С одной стороны, мы стали учить лучше, потому что 6 лет назад, 6,5 уже лет назад были приглашены команды из Петербурга. Я, мои коллеги, профессор Куницкая, профессор Тамби. И уже через учебный год было принято решение руководством тогда Якутской сельхозакадемии организовать данный факультет. И надо сказать, что идея была поддержана по всей стране, и мы провели в 2018 году на открытии факультета первый лесопромышленный форум. Он проводится с тех пор на ежегодной основе. Это единственный лесопромышленный форум, который в России проводит именно учебные заведения. И понимая, насколько перспективно развитие лесной отрасли в Якутии, на открытие факультета компании «Штиль», компания «Хускварна» сделали у нас свои классы ручного моторного инструмента. Через год компания «Понца» открыла у нас класс лесных машин. Причем все эти классы были полностью оснащены за счет данных компаний-производителей. Буквально перед пандемией у нас собирались открыть такие же классы компании John Deere и компания Komatsu. Но пандемия внесла свои коррективы. Да, учить мы стали лучше, но, скажем так, во-первых, больше студентов у нас не стало, потому что, как ни странно, сколько мы ни говорим на уровне самых разных площадок, включая Государственную Думу Российской Федерации, большая часть контрольных цифр приема для обучения за бюджетный счет для лесозаготовителей отводится по-прежнему в столичные вузы. Это Москва, Петербург, чьих выпускников мы, честно говоря, в лесу и не видим, потому что желающих ехать в лес не так много. Так что с точки зрения кадров, подготовки кадров, очень приятно видеть наших выпускников сейчас и в Министерстве экологии, в Департаменте по лесным отношениям, и в Рослесинфорге, в якутском филиале, и в лесничествах, и на предприятиях, получать от выпускников вопросы. Мы всегда держим обратную связь. Но надо сказать, что даже если мы будем учить много, и даже если мы будем учить еще лучше, а мы все время стараемся все время улучшить, кадровую ситуацию не решить без, скажем, не все от нас зависит, потому что если заработные платы будут, как и сейчас, небольшие, то сколько людей не учи, может быть, вы помните, лет 15 назад была большая проблема с учителями. Их выпускали очень много, но зарплаты приводили к тому, что никто учителя не шел. Сейчас с зарплатами хорошо, и с учителями во многих городах вопрос решен полностью. По поводу лесников, если брать лесное дело, лесничество, уже, наверное, года 4 во всей стране идет под эгидой профсоюза работников лесного хозяйства акция за достойную оплату труда в лесном хозяйстве. К сожалению, ничего практически не решается. Если говорить лесопромышленников, то пока в Якутии не настолько эффективен лесной комплекс, чтобы позволять платить высокие зарплаты, такие, как во многих регионах Сибири, куда ряд наших выпускников уезжает потом работать. Ну, невысокие зарплаты, понятно, это первая проблема. А еще какие проблемы стоят перед лесопромышленным комплексом Якутии на сегодня? Наверное, заработная плата – это результат тех проблем, какие есть, но прежде всего маленькая эффективность. Ведь известен закон экономики, что чем масштабнее производство, тем меньше себестоимость единицы продукции. Очень специфические леса, которые плохо осваиваются они плохо, во-первых, потому что крайне слабо развитая дорожная сеть. Это и железная дорога, это и автомобильные дороги. Как писал Карл Маркс, транспорт – это кровеносная система экономики. Вот с этим большая проблема. И отсюда мы выходим в то, что в Якутии огромные запасы леса, и на 3 миллиона, чуть больше квадратных километров, примерно, чуть больше 8 миллиардов кубометров древесины, и из них около 5 миллиардов, то есть 60% с чем-то, это перестойные уже леса, спелые и перестойные.
И надо говорить, что понятно, что государство не может платить за все. И лесопромышленник, зарабатывающий деньги от леса, должен построить туда дорогу. Он построит дорогу, если она окупится тем ресурсом, который он возьмет. Но если лес перестойный, как вся органика, да, то он с каждым годом он все больше и больше портится, то есть он обесценивается, при этом дорога дешевле не станет. И вот этот замкнутый круг, который мы сейчас получаем, чем позже мы осваиваем леса, тем меньше от них, ну, а, соответственно, меньше прибыль, меньше зарплаты, меньше вложений в инвестиции, а, соответственно, меньше эффективность. Вот этот замкнутый круг, который можно решить прежде всего, если развивать транспортную структуру. Потом она же нужна не только лесникам. От лесных дорог очень много сейчас есть даже федеральных трасс, которые начинались с обычных лесовозных. Ну и плюс не везде можно вырубать древесину. Да, не везде, безусловно, но это во всей Российской Федерации, не везде. Но, опять-таки, видите, есть леса защитные, которые, прежде всего, наш экологический каркас, это чистая вода, чистый воздух, предотвращение эрозионных процессов. Есть леса эксплуатационные, которые, опять-таки, рубятся с точки зрения соблюдения всех экологических норм, какие научно обоснованы. Но только в Якутии примерно 50% лесов – это резервные. И есть очень большое заблуждение, что это резерв для будущих поколений. Так вот, отнюдь нет, как нельзя колбасу запасти для будущих поколений. Так и лес. Вот нефть можно, алмазы можно, а лес не получится. Там нет дорог, там не ведется никакого лесного хозяйства. Отсюда гибель лесов, пожары, ну, и так далее. То есть как чемодан без ручки, который кроме убытков ничего не приносит. Ну, вот как вообще, да, вот пожары отражаются на состоянии лесов и вечной мерзлоты? Сказываются либо... Конечно, сказываются. Надо сказать, что пожары для лесов криолитозон – это совершенно естественный процесс. Лес горел здесь там, сотни тысяч лет назад, и лес, если мы не будем ничего делать, будет гореть. И опять-таки мы сюда приходим к тому, что есть известная фраза, там, несколько уже столетий назад сказанная: «Лес горит там, где его не рубят». Если мы с вами возьмем Воронежскую область, Татарстан, доводилось видеть, когда упавшее дерево довольно быстро превращается назад в гумус. Но на вечной мерзлоте при крайне заторможенных биологических процессах эта древесина будет лежать, и лес в Якутии вообще на вечной мерзлоте поколениями, веками обновлялся при помощи пожаров. Ну, других вариантов нет. С другой стороны, если бы у нас прошел пожар, то вокруг все черное, инсоляция увеличивается, мерзлота начинает таять. Мы срубаем лес, опять-таки инсоляция увеличивается, мерзлота начинает таять, но она и так, лес не может, он не вечен, да, опять-таки это не горы. И поэтому здесь двоякое влияние. С одной стороны, сгоревшая древесина, да, зола, удобрение, более активизируются биологические процессы за счет солнечной радиации. Потом потихоньку лес начинает зарастать, обновляться естественным путем. Поэтому это совершенно естественный процесс. Я скажу так, что если лес не рубить, и он не будет гореть, то это будет намного хуже. Намного хуже, да. Ну вот возобновление лесов с помощью пожаров – это естественный процесс, но в наше время, да, причиной пожаров чаще всего является человек. Вот здесь как? Стоит ли вести такую активную борьбу с пожарами или, может быть, не стоит? Вот мне хочется понять. Борьбу с пожарами вести надо, потому что нас они не устраивают по экологической ситуации. Да. Хотя, знаете, что интересно? Если брать северо-запад, да, примерно 90% причин пожара человек. А если взять Якутию, то почти 90% пожаров – природные условия, сухие грозы и так далее, потому что маленькая плотность населения. И с пожарами надо бороться, но опять-таки же либо тогда мы рубим, да, вот. Что касательно потом и восстанавливать надо, хотя многие мои коллеги, особенно вот из Якутии, они утверждают, что лес веками зарастал здесь сам прекрасно, то есть так называемое естественное лесовосстановление. Тем более, что если мы возьмем, что большая часть деревьев в Якутии – это лиственница, это сосна, то есть так называемые светолюбивые породы, которые возобновляются как раз не под пологом леса, а где поляна, прогалина, гарь. Сейчас наш университет очень активно занимается искусственным лесовосстановлением, но таких опытов еще пока, скажем, это опыт довольно длительный. Пока сажаем. Как это приживется, когда это будет приведено в лесопокрытую площадь,
Будем посмотреть, потому что опыт в Российской Федерации искусственного лесовосстановления на вечной мерзлоте пока отсутствует. Вот можно сказать, мы первопроходцы. В свое время нас приглашали в Финляндию, опять-таки перед самой пандемией, посмотреть, как это делается у них в Лапландии. Но пандемия, потом, соответственно, дальнейшие события. Вот, так что, наверное, лет через 6 я смогу вам рассказать, насколько это удачно получается. Но подчеркну, что многие мои коллеги относятся к этому очень скептически, потому что, естественно, лесовосстановление процесс бесплатный, а искусственное стоит довольно дорого. Мгм. Ну вот интересное исследование, да, по лесовосстановлению на вечной мерзлоте. Вот какие еще научные исследования ведет ваш факультет? Мы, скажем так, за 5 лет, 5,5 были замечены и оценены и различными органами власти, и научными фондами. Сейчас у нас идет 2 гранта Российского научного фонда. Один из них – это заготовка и лесовосстановление как раз на склонах на вечной мерзлоте. Мы в этом году сдали вот буквально 2 дня назад финальный отчет. И большой грант еще вот в этом году и следующие 2 года – это разработка, скажем так, универсальной системы машин на базе тракторов малого класса тяги. Это как раз очень интересно именно для Якутии, поскольку даже если взять крупнейшую лесопромышленную компанию республики, компания «Алмаз», то по прошлогоднему объему заготовки, по принятой классификации, она относится к мелким компаниям. То есть она крупнейшая в Якутии, но так она мелкая. Большая часть лесопромышленников Якутии относится к малообъемным даже, то есть 10-15 тысяч кубометров. Это фактически и фермер, и лесозаготовитель, и специальные дорогие лесные машины им не нужны, они просто никогда не окупятся в их условиях. И вот мы сейчас стараемся разработать на базе отечественных машин, слава богу, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Буквально каждый месяц в России открываются или восстанавливаются тракторные заводы. Вот на их базе мы сейчас формируем систему машин, которая могла бы эффективно работать для малообъемных предприятий, которые немножко рубят, немножко восстанавливают и занимаются другими работами. Вот сейчас у нас идет такой проект, мы закупили уже оборудование. И, в общем, скажем так, приятно, что нас видят, ценят, и рад буду похвастаться, что уже 5 лет подряд наши выпускники занимают призовые места на международном конкурсе выпускных квалификационных работ по лесному делу и лесоинженерному делу. И впервые за все это время, в этом году, все 5 работ, что мы представили, все получили дипломы высшей категории. Это вот, и были отмечены отдельно. И еще, если позволите, поскольку мы сегодня и завтра отмечаем юбилей факультета, ну такой 5,5, конечно, я буду искренне рад. Сегодня как раз у нас день выпускника. Я приглашаю всех выпускников факультета прийти сегодня в наш университет с 2 часов. И завтра с 10 часов у нас будет конференция. Мы будем искренне рады всех видеть, пообщаться, узнать, кто чем дышит. И всегда приятно получать обратную связь, понимая, что затраченное время, оно прошло не впустую. Ну что ж, Игорь Владиславович, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Поздравляем с первым небольшим юбилеем. Желаем, конечно, чтобы их было еще больше. Ну и, конечно же, побольше достижений, в первую очередь научных, на благо нашей республики. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.